Алдан постепенно превращается в снежную столицу Якутии. Снег здесь выпадает в конце сентября-начале октября и сходит в середине мая, что дает возможность раннего и продолжительного занятия зимними видами спорта. Уникальным климатом успешно пользуются лыжники со всех регионов страны. Частые гости в Алдане – сборные команды России по лыжным гонкам и биатлону. В этом году местные лыжные трассы открыли для себя белорусы. Первые впечатления у нас начались еще в аэропорту, когда нас так тепло и радушно встречали. Если честно, мы вообще ничего подобного не ожидали, поэтому для нас это впервые, чтобы нас так встречали тепло и радушно. Поэтому мы, конечно же, в полном, под впечатлением. Мы не ожидали, что будет здесь столько много снега, натурального снега и в таком количестве, поэтому в октябре месяце столь рано для нас это также было сюрпризом. Лыжники из Казахстана в Алдане уже второй раз, но не перестают удивляться местным условиям. Впрочем, приезд спортсменов из ближнего зарубежья был непростым. Санкции против России делают путь тернистым, а порой непроходимым. Да, у нас таких вот жестких ограничений нету. На сборы мы можем приезжать сюда, в Россию, все, но на официальных мероприятиях мы не имеем права выступать. А так сборы нам разрешены. Ну, то есть должны за всех отработать? Конечно. Мы очень, переживаем за российских лыжников, биатлонистов. То же самое, что всегда, где наши руководители, кто в международном ФИСе, они поддерживают наших российских коллег. Мы переживаем, конечно. Хотим, конечно, чтобы все спортсмены выступали, потому что спорт, он объединяет, развивает культуру, собирает. Вот сейчас Казахстан на наших всероссийских соревнованиях примет участие. Им вроде бы разрешили, тоже там сложности были. Ну, то есть поработаем, да? Да, конечно. И думаю, что что-то мы теряем, но при этом что-то приобретаем, как всегда бывает. То есть, как говорится, здесь хочется привести слова нашего дипломата XIX века Горчакова. Россия не обижается, Россия сосредотачивается, он сказал. Спорт объединяет людей и нации. На всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, устроенных в Алдане в конце октября, бежали все. Олимпийские призеры и чемпионы мира от России, Белоруссии, Казахстана, мастера и кандидаты в мастера спорта из городов Дальнего Востока и Якутии. Мы, по сути, получается, не только в России, да и, по сути, во всем мире первыми открываем лыжный сезон, да, можно сказать. Первые соревнования на снегу, поэтому состав очень сильный, да, у нас здесь участвуют и олимпийские призеры, да, и чемпионы, призеры мира. Хочется поздравить Республику Саха с столетием, со дня образования, и также поздравить с тем, что именно эти соревнования открывают всероссийский сезон по лыжным гонкам 22-23 года. То есть еще нигде в мире даже нет соревнований на натуральном снегу в октябре, а у вас уже есть. И это, конечно, отличительная особенность, столь, и климатическая, прекрасно солнце светит, снег натуральный, да здорово. И сюда приехали сейчас сборные и биатлона, и лыжных гонок, и уже участвуют во всероссийских соревнованиях, получая бесценный соревновательный опыт, потому что в этом году мы бегаем внутри страны, и чем раньше начнешь, тем лучше, как говорится, подготовишься к основным стартам в течение сезона. Исключение России из списка большинства мировых и европейских спортивных первенств дало нашим лыжникам и биатлонистам возможность нарастить форму, применить новые решения в тренировочном процессе и поэкспериментировать. То есть здесь сосредоточиться на тех моментах, которые для нас важны в плане резерва просмотра, в плане подготовки, соответственно, резерва. И, может быть, какие-то недоработки, которые мы раньше, так сказать, не брали во внимание, да, сделать, здесь уделить внимание. То есть можно сконцентрироваться на другом. Да, конечно, плохо, что соревновательная деятельность немножко такая внутренняя будет, но все равно здесь можно поэкспериментировать с какими-то моментами. Группа биатлонистов, возглавляемая Юрием Каминским, кроме насыщенных тренировок, провела еще контрольные старты. Что-то получалось, что-то не очень. В начале сезона ошибки в основном на огневом рубеже. Стрельбой нет. А что в стрельбе не получается? Не знаю, может, немного руки замерзли, и от этого еще
И так суета была лишняя. Есть какие-то моменты, в которых мы немножко добавили в тренировочном плане. Считаем, что это, наверное, даст нам определенные плюсы в лыжной подготовке. Вот в стрелковой части тоже здесь есть плюс по сравнению со многими. Тир вот всегда в нашем распоряжении. Небольшой, но достаточно хороший тир, где можно отработать какие-то элементы. Вот с молодыми спортсменами провели хорошую работу в стрелковой части. По мнению заслуженного тренера СССР и России Николая Лопухова, алданские лыжные трассы с каждым годом все лучше и лучше. Ширится и инфраструктура. Считаю, что Алдана, он всегда был исторически привлекать. Вот сборная команды проходила подготовку с 85-го года, прошлого столетия. Лазутина, Егорова, Тихонова, Христова и другие спортсмены. Вот. И до сих пор вот Юрий Михайлович Каминский со сборной команды национальной России, и он привлек и Казахстан, и Белоруссию. Ну, действительно, здесь великолепные условия. Для октября это лучшее место, и не побоюсь этого слова, в мире. Действительно, все идет к тому, что в ближайшем будущем Алдан станет столицей зимних видов спорта в республике. Тому подтверждение – ввод в эксплуатацию крытой ледовой арены, что позволит увеличить список спортивных дисциплин. У Алдана сейчас, наверное, лучшие сейчас позиции, поэтому по зимним видам спорта у нас вообще в Якутии стали. К лыжным видам, к биатлону сейчас прибавился замечательный каток. И, конечно, его качество, его оснащение вызывает восхищение. Это проявление высокой социальной ответственности со стороны компании «Газпром». И, конечно же, я очень рад за тех ребят, кто будет здесь тренироваться. Здесь созданы все условия и для мужских команд, для женских команд. Уверен, что это станет таким толчком для развития хоккея и в Алданском районе, ну и в целом у нас в республике. Крытую ледовую арену Алдану подарил «Газпром» по социальной программе «Газпром детям». Строили почти 2 года, теперь 3 года будут вести объект. Я считаю, что это важные объекты, которые открываются в Якутии, потому что край суровый, несмотря на свое теплое гостеприимство. Я считаю, что такие объекты нужны. Вот, это развитие спортивной инфраструктуры, позволяющее миллионам мальчишек и девчонок заниматься спортом. Почему миллионам? Ну, потому что мы в этом году перешагнули отметку 2000 объектов. Вот по всей стране мы строим и пришкольные стадионы, и такие замечательные... Вы знаете, ну, мы так интенсивно сейчас строим, что я точно вам не могу сказать, но более 2000 уже, да, там уже открыли, и работа не прекращается. Продолжается стройка в городе Ленске. Вот сейчас в начале декабря мы будем торжественно открывать замечательный бассейн с катком в Якутске, в Мархе. Вот, поэтому 10 числа у нас открытие будет в Чульмане. Такой же каток замечательный мы строим. Открывал физкультурно-оздоровительный комплекс с катком глава республики Айсен Николаев. Он же совершил первое почетное вбрасывание шайбы в центре площадки первого хоккейного матча между местными командами «Полюс» и «Металлург» на крытом катке. Я всегда считал и считаю, что промышленность, в первую очередь, ее развитие должны работать в конечном итоге на повышение качества жизни тех людей, которые живут в первую очередь в этих регионах, где добываются полезные ископаемые. И, конечно же, Алдан, у которого в следующем году будет славный юбилей, заслужил то, что сегодня такие социальные объекты новые появляются здесь. Знаю, что и другие компании, в том числе золотодобывающие компании, уже собираются строить кто большие объекты, кто поменьше объекты. Но в целом вот эта социальная ответственность бизнеса, особенности в наше непростое время, она очень важна, очень нужна, и в том числе и здесь, в Алдане. В Алданском районе хоккей получил развитие в 60-х годах прошлого столетия, когда это был спорт номер 1 в Советском Союзе. Именно в Алданском районе, в Тамоте, состоялось первое первенство Якутской АССР по хоккею с шайбой. Проходило оно в конце марта 1966 года. Играли тогда на открытых площадках, которые заливали и обустраивались силами хоккеистов и предприятий, на которых они работали. Старый метод применялся и до сих пор, что негативно отразилось на популярности хоккея. Теперь пришло время наверстать упущенное. Сегодня с вводом этого объекта, который является примером сотрудничества ПАО «Газпром»,
и правительство Республики Саха-Якутия ярким примером является строительство этого объекта. Развитие продолжается. Мы надеемся, что с вводом этого объекта наши хоккеисты выйдут на новый уровень побед. Нужно сегодня вспомнить основоположника, нашего современника Герасимова, который был и стоял у истоков хоккея, детского хоккея. Я вас всех поздравляю. Дорогие друзья, я всех вас поздравляю. Надеюсь, что хоккей и вообще спорт несут лепту выздоровления нашей нации. Мечта сбылась. Мечта очень долгая, длинная. И алданцы до сих пор не верят глазам, что Ледовый дворец действительно построен. С сегодняшнего дня уже он начинает работать. Работать будет с 9 утра до 9 вечера. В случае, если лед будет более востребован, будет работать, как все катки в нашей стране, с 6 утра до часу ночи. В игре со счетом 5-2 победила команда «Полюс» из поселка Нижний Куранах, но цифры на табло не имели значения. Данная игра в крытой ледовой арене ознаменовала новую веху в развитии алданского хоккея и новых зимних видов спорта. У нас ведется работа по поиску тренеров, по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию. С некоторыми тренерами уже есть договоренность. И буквально с завтрашнего дня уже начинаются тренировки по хоккею. А я думаю, с конца этого месяца начнем шорт-трек. По словам Максима Скупова, уже через год хоккей в Алдане выйдет на высокий уровень популярности и мастерства. Это позволит местным командам конкурировать на спортивной арене с лидерами хоккея и других видов зимнего спорта.